Семья Нахаева Салмана живет в этой квартире 8 лет. За все эти годы Нахаевы так и не смогли решить проблему сырости в помещениях. И как следствие, комары круглый год. Стены покрываются плесенью, стоит неприятный запах. Все дело в том, что дома в этом районе постоянно затапливаются грунтовыми водами. Они просачиваются в подвалы, образуя целые болота. Время от времени жители самостоятельно решают эту проблему, но вода прибывает снова. Страшные грунтовые воды на этом месте. Постоянно ходишь, постоянно откачивать, видишь, положили куда. Постоянно комаришь. Видимо, невидимо, я моей туда. Со стороны хатибяхкам был нахбуй. Они удивляются, как вы тут живете. В советские годы городок Маяковского строился для рабочих нефтяников. Поскольку перед строителями стояла задача построить как можно больше площади для жилья, на проблему грунтовых вод не обращали особого внимания. В настоящее время по поручению главы республики рядом с домами строится дренажная система. Она позволит отвести грунтовые воды от многоквартирных домов, говорят специалисты. На данном участке происходят работы по выполнению понижения грунтовых вод для того, чтобы убрать подвал воды ближайших домов и отвести воду вниз по течению в канал. Подобных дренажных систем в республике еще нет. Такие же объекты были построены в Сочи перед Олимпиадой. И там они хорошо себя зарекомендовали. Вдоль домов выкапывают траншеи, куда помещают специальные перфорированные трубы. Их завозят из Санкт-Петербурга. Они берут воду на себя по принципу разгерметизации почвы. Влага уходит с помощью труб из насыщенного водой грунта. Почва, где идут дренажные работы, очень рыхлая, постоянно обваливается. И чтобы обезопасить рабочих, в траншеи вставляют железные опаловки. Для того, чтобы дренажная система работала бесперебойно, необходимо прочистить канал «Нефтянка», который пролегает рядом с домами вдоль всего района Маяковского. Грунтовые воды должны были уходить в канал, но так как он был забит мусором и сточными водами, свою прямую функцию он не выполнял. Сегодня здесь идут работы по расчищению канала. Сделали чистку канала для того, чтобы понизить уровень воды. В этот канал сбрасывается вся дренажная вода от этих домов, которые стоят выше отметки нашего канала. Канал был еще построен в советские времена, и он служил отводом дренажной воды от этих домов. Когда мы пришли на этот участок, он был полностью затоплен до самого верха. После очистки, тут видно, мы понизили уровень, и в дальнейшем вся грунтовая вода, которая собирается в подвалах, будет уходить в этот канал, и по этому каналу в русло реки Нефтянка. Протяженность дренажной сети составит более 5 километров. Это пока только экспериментальный запуск объекта. Но в скором времени таких систем в республике будет больше, уверены здесь. Амина Магомадова, Магомед Мударов. Новости.